Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В селе Иенгра Нерюнгринского района 19 марта завершился международный чемпионат по традиционному оленеводству. На мероприятие съехались участники из 13 регионов России, также из зарубежных стран. Гость в нашей студии Елена Антипина, директор Арктического колледжа народов Севера из поселка Черский Нижнеколымского района. Елена Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о своем участии в работе в деловой программе чемпионата. Насколько нам известно, вы выступали там с трибуны. Вот, нашли ли отклик у участников мероприятия? В рамках первого международного чемпионата по традиционному оленеводству состоялась международная конференция «Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике». Я получила возможность выступить на второй ее сессии. Это подготовка кадров и образование для оленеводов. В своем выступлении я рассказала об опыте обучения и подготовки кадров для оленеводства и переработки сельхозпродукции в учебно-производственном комплексе нашем в Арктическом колледже народов Севера. Опыт колледжа по созданию образовательных точек, конечно же, заинтересовал многих представителей регионов Российской Федерации, и мы надеемся, что этот опыт будет распространен в тех регионах, где в этом будет необходимость. А вот насколько успешно выступили ваши студенты на соревнованиях? Что была обширная программа соревновательная также? Да, наша команда состояла из 21 участника. Это студенты нашего колледжа, это оленеводы, чумработницы, община Турваорген. И также был мастер производственного обучения Колымской национальной средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича Таврата из села Колымское. Все они выступили экспертами. Это, в общем-то, для нас очень высокий уровень. Для каждого, кто приехал с нашей команды, студенты приняли участие по одному человеку и на 3 компетенциях. Это оленевод, это хозяйка чума и эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств. Каждая из компетенций состояла тоже также из 3 модулей. Хозяйка чума – это разведение костра, приготовление ухи и выделка камуса. Оленевод – это возведение чума. Мы вот в этот раз приготовили каркас, чукотский вариант чума зимнего жилища. Изготовление снаряжения, оборудование для оленеводов. И следующее, третье – это запряжение оленя. По эксплуатации и техническому обслуживанию мототранспортных средств это устранение неисправности снегохода и генератора, ну и вождение снегохода. Таким образом, в общем-то, если уж сказать, то студенты нашего колледжа успешно выступили здесь. Ну, здесь, наверное, главное, главный критерий, наверное, скорость, например, да, сборки чума, да, то есть приготовление ухи. То есть это были главные критерии или какие-то еще? Да. Ну, в общем, я бы хотела сказать о том, каким образом распределились места вот, всех участников. Участников по каждой компетенции было по 14 человек в каждой компетенции. Значит, например, по компетенции оленевод первое место занял наш студент Волков Дмитрий. Он в августе 2021 года также занял первое место в конкурсе профессионального мастерства по северным профессиям в городе Мурманске. И поэтому очень больших успехов ребята, приняв участие в различных конкурсах, в общем-то, получают большой опыт. Второе место занял представитель Ассоциации коренных малочисленных народов. И третье место представитель Республики Тыва. В компетенции хозяйка чума
Первое место получила представительница Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Второе место это представительница команды 1 Республики Саха-Якутия. И третье место заняла наша студентка Нутельна Мария, студентка Арктического колледжа народов Севера. В компетенции эксплуатации и техническое обслуживание мототранспортного средства здесь места распределились таким образом. Первое место занял представитель Амурской области. Второе место наш студент, это Кирилл Курилов. Ему 17 лет, он только в этом году поступил в колледж. Ну и принял участие в этом конкурсе. И, в общем-то, выступление его было успешным. И третье место занял представитель, опять же, Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Ну, то есть можно смело сказать, что представители вашего колледжа выступили очень успешно. Очень успешно, да. Вот теперь поговорим о самом вашем арктическом колледже. Почему его открыли вот в таком труднодоступном районе Якутии, Нижнекаманск? Да, в 70-е годы в поселке Черский было открыто профессионально-техническое училище 21. Значит, оно было создано для нужд развития в основном Зеленомысловского морского порта. Значит, в те годы грузооборот нашего порта составлял 500 тысяч тонн грузов. Позже его оптимизировали, и в 80-е годы мощности передали ТИКСИ. Но за эти годы переименованный СПТУ-21 в Нижнеколымский колледж народов Севера стал уже востребованным, ну и остается таковым до сегодняшнего дня. То есть программы расширились, да, в любом случае? Да? За годы деятельности СПТУ и Арктического колледжа народов Севера, который был переименован, Нижнеколымский колледж народов Севера, в Арктический колледж, обучил более 2500 человек. И на сегодняшний день наша ключевая роль это воспроизводство кадров в сфере оленеводства. Так как наш Нижнеколымский район является сельскохозяйственным районом, и основным занятием населения жителей нашего района является оленеводство, рыболовство, охота. А вот сколько в колледже обучается студентов вот на сегодняшний день? В нашем колледже обучается 111 студентов. Значит, это 70% студентов – это представители коренных малочисленных народов Севера. Уникальность нашего Нижнеколымского района заключается в том, что в нашем районе проживают представители 3 коренных малочисленных народов Севера. Это чукчи, эвены, югагиры. И действительно 111 человек, студентов колледжа, это небольшое количество. Но наш колледж является малокомплектным образовательным учреждением. Когда начался отток населения из нашего района, значит, было принято решение Государственным собранием Алтумен о переводе нашего образовательного учреждения в малокомплектное образовательное учреждение. В группах обучается по 12 студентов. То есть по 12 студентов в каждой группе, да? Вот, а по каким специальностям обучаете студентов? Вот расскажите подробнее о специальностях вот, по профессии. Да. Арктический колледж народов Севера осуществляет обучение, я уже сказала, в основном это сельскохозяйственного профиля, это оленевод-механизатор, это, значит, технолог по переработке сельскохозяйственной продукции, обработчик рыбы, ну и также на основе региональной потребности, заявленных работодателями. Это вот педагог дополнительного образования, учитель начальных классов, электромонтер по отраслям, компьютерные системы и комплексы. Ну и
у нас успешно работает многофункциональный центр прикладных квалификаций, где жители нашего района, ну и не только нашего Среднеколымского, Верхнеколымского района, МФЦПК ведет очень такую работу с соседними районами. И здесь можно обучиться, могут обучаться на водителей категории БЦ, водителей снегохода, водителей погрузчика, слесарей, ну и многие другие специальности, профессии, то есть можно получить в нашем многофункциональном центре прикладных квалификаций. Ну, не сказать, что специальностей очень много, а куда распределяются ваши выпускники? Где они нынче трудятся? Остаются в районе или куда-то разъезжаются дальше? Я уже сказала о том, что более 2500 человек с 1973 года выпустил колледж и профессионально-техническое училище. И выпускники нашего образовательного учреждения работают в различных отраслях нашего района, Средней Колымы, Верхней Колымы, Алайховского района, Момского района, ну и других арктических районах Республики Саха-Якутия, но также в Чукотском автономном округе и городах, поселках Республики Саха и Российской Федерации. А где вы находите мастеров производственного обучения? С мастерами производственного обучения, конечно, бывает очень сложно. Значит, нужно обязательно найти мастеров, которые не только имеют опыт работы в каких-то определенных отраслях, да, но также и педагогическое образование необходимо привить. И поэтому мастерами производственного обучения мы, особенно по оленеводству, например, я хочу сказать, да, значит, становится человек, который владеет опытом работы в оленеводстве. Ну и через МФЦПК нашего колледжа мы обучаем основам педагогической деятельности. Ну, такой общий вопрос. Что необходимо сделать для сохранения и развития оленеводства? Как вы считаете, как отрасли сельского хозяйства именно в наше время? Да, для того, чтобы сохранить оленеводство как отрасль сельского хозяйства, конечно же, необходимо сохранить кочевую семью. Кочевая семья – это важное звено в развитии оленеводства, потому что это семейный труд. Без хозяйки, без чумработницы там очень сложно сохранить порядок, уют создать в тундре, в тайге. И поэтому также здесь очень важно и пригласить науку. И здесь мы говорим о том, что очень большую помощь нам в этом плане оказывает Арктический центр в Якутске. Значит, сотрудник Арктического центра Шишигина Анна Николаевна является нашим научным руководителем и, конечно же, очень большую помощь оказывает в этом плане. Но также, конечно, и Министерство образования Республики Саха-Якутия большую методическую помощь оказывает нам. Ну что ж, Елена Егоровна, будем надеяться, что оленеводство будет сохраняться, не просто сохраняться, а развиваться дальше. Поздравляем студентов вашего колледжа с успешным участием в первой международной арктической конференции. Ну и желаем всего хорошего в дальнейшей работе. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.